Здравствуйте, вы смотрите вечерние новости в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Сегодня в программе. Северный форум – большое мероприятие, набирает обороты, прошел ряд обсуждений на глобальные темы и встречи с иностранными делегатами. Первый дом сдан. В селе Бяскёль Горного района состоялось вручение ключей от построенного жилого дома после летнего лесного пожара. Перепись населения. В Кобяйском районе переписчики обошли более 3000 помещений, сколько переписали граждан. Глава республики Айсен Николаев провел рабочую встречу с полномочным послом Японии в России Тоёхиса Кадзуки. Стороны обсудили проекты, направленные на активизацию сотрудничества и расширение взаимодействия между Якутией и Японией. В частности, обсудили участие японских партнеров в крупных инвестпроектах на территории республики. Отметим, что в Якутии уже есть ряд проектов, которые успешно реализованы при участии японских партнеров. Среди них строительство круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» и ветроэнергетические установки в Тикси Булунского района, запущенные в 2018 году. Дальше есть перспективы расширить это взаимодействие, обновляя их новыми проектами. К примеру, речь идет о строительстве станции по переработке и утилизации отходов. Кроме того, японская сторона выразила заинтересованность в проведении совместных исследований многолетней мерзлоты и изменений климата, а также расширению программ с возобновляемыми источниками энергии. Обсуждается возможность между Японией и республикой по расширению этого проекта. И даже составить мощный проект, который может создать аммиака или водорода. Вот такой возможность есть. Об этом тоже только что я обсуждал с главой республики господином Николаевым. Я бы сказал, что сотрудничество в области зеленой энергетики – это новый горизонт сотрудничества между Японией и Россией в общем. И сейчас идет возможность сотрудничества Японии и России в этой области. Вопросы изменения климата вышли на законодательный уровень. В рамках работы Северного форума по устойчивому развитию состоялась парламентская сессия, где власти и ученые обсудили проблемы, связанные с глобальным потеплением, и то, как на арктических территориях скажется таяние многолетней мерзлоты. В теме разбиралась наш корреспондент Мадина Халикова. Проблема изменения климата актуальна не только для Якутии. Вечная мерзлота в целом по стране распространена более чем на 65% территории. За несколько десятков лет, по исследованиям ученых, температура в республике повысилась в среднем на 2-4 градуса. Таяние вечной мерзлоты непосредственно влияет на жизнедеятельность человека. Проблема состояния вечной мерзлоты актуализируется одновременно с промышленным освоением дальневосточного региона и Арктики. На третьем международном Северном форуме проблему таяния многолетней мерзлоты обсуждают и власти, и ученые. Международные и российские эксперты сходятся во мнении, что Якутия – идеальное место для создания мониторинговых станций для исследования криолитозоны. В городе среда искажена антропогенным воздействием, и там трудно определить, что вообще происходит. Чтобы чистоту эксперимента соблюсти, нужно наблюдать за динамикой мерзлоты в таком нейтральном случае, антропогенно-нейтральном. Пространство Якутии дает идеальную ситуацию для этого. Используя научный потенциал и опыт Якутии, к 2023 году возможно создать комплексную систему контроля, обработки и анализа криолитозоны на федеральном уровне. Республиканские эксперты и иностранные специалисты отмечают, что, учитывая прогнозы изменения климата и потепления, к 2050 году ущерб только существующему жилому фонду составит порядка 770 миллиардов рублей. Инфраструктурные потери исчисляются же триллионами. Реакция криолитозоны на изменение климата носит различные тенденции, хотя отмечается на большей части территории, отмечается некоторое повышение температуры, изменение глубины сезонного протаивания. Происходит разрушение и деформация дорог под воздействием, в том числе климатических изменений, хотя и само инженерное сооружение играет определенную роль. Это выпучивание магистральных газопроводов, деформации линий электропередач, деформации, разрушение зданий и сооружений. Нужно вести мониторинг и анализ многолетней мерзлоты на арктических территориях нашей страны на государственном уровне. Обсуждаются механизмы
выработки как федерального проекта, федерального законодательства, внесения изменений, так и на субъектовом уровне. У нас в Республике Саха-Якутия прорабатывается проект республиканского закона об охране вечной мерзлоты. Мы его хотим расширить и сделать его, чтобы этот закон у нас заработал на федеральном уровне. Об этом разговоры ведутся не первый год, и мы, в принципе, встречаем поддержку. Изменения коснутся всего спектра законодательства, поэтому парламентарии надеются встретить поддержку не только северных субъектов России, но и всех регионов, так как проблема изменения климата глобальна. Мадина Халикова, Артем Алексеев, Павел Пахомов, Якутск. К другим новостям. Правительство России подписало постановление о продлении и расширении программы стимулирования найма в рамках поддержки рынка труда. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами в Москве. По словам председателя правительства России, российские работодатели теперь смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных на бирже труда до 1 августа этого года. Глава правительства страны также сообщил, что Кабинет министров утвердил концепцию развития творческих индустрий на ближайшие 9 лет. По словам Мишустина, механизмы господдержки будут действовать во всех креативных сферах, начиная от театра, живописи, кино, заканчивая архитектурой и туризмом. В завершении встречи премьер заявил, что еще одной целью правительства станет создание эффективных механизмов защиты интеллектуальных прав. Подобная поддержка уже оказывается в рамках реализации национальных проектов и ряда государственных программ. Но этого недостаточно. В мировой экономике сектор творческих индустрий составляет свыше 6,5% ВВП. И в некоторых странах его доля растет, несмотря даже на пандемию. Не случайно Организация Объединенных Наций объявила текущий год Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. В России есть все возможности для эффективного продвижения в этой сфере, в том числе за счет высокого уровня образованности граждан, богатого исторического и культурного наследия. И наша задача – создать условия, которые помогут людям использовать такие ресурсы для увеличения доли креативного предпринимательства во всех секторах экономики. В селе Бяскуль горного района состоялась передача ключей от первого дома, возведенного после пожара. В торжественной церемонии принял участие глава региона Айсен Николаев. Именно он вручил ключи хозяйке дома Екатерине Савин. Площадь объекта 50 квадратных метров, полностью благоустроен, включает кухню, 2 санузла, котельную. На улице имеется септик, дом сдан под ключ. Застройщик строительной компании «Туймадастрой». Всего она возводит 10 домов. Из них 8 уже готовы. В целом в новом микрорайоне работают 9 строительных компаний, возводят в общей сложности 34 дома и хозяйственные постройки, в том числе коровник на 150 голов. Первый жилой дом из 34 вводим. Это большое радостное событие. Конечно же, в таком большом строительстве, в организации строительства, в таком отдаленном селе, как Бяскуль, огромную роль сыграла хорошая работа оперативного штаба правительства республики, огромная помощь наших крупнейших компаний, в первую очередь компания «Алроса», которая перечислила 200 миллионов рублей, «Роснефти», которая отправила 25 миллионов рублей, добровольческого штаба республики, который отправил 8 миллионов рублей. И, конечно же, очень хорошая работа строителей, которые правильно организовали процесс. Здесь свыше почти 200 человек сейчас постоянно работают. Все объекты строятся быстро, качественно. И мы сегодня можем сказать, что вот тот поставленный мною срок, 15 октября, когда дома должны быть все введены, он будет выдержан. И село Бяскуль получит новый микрорайон, причем уже с новой инфраструктурой, с благоустроенными домами. Ну а по словам министра сельского хозяйства республики, на территории села Бяскуль уже построили 10 хозобъектов для нужд крестьянских и фермерских хозяйств. Самый крупный из них – это коровник. Его сдадут в срок до 15 октября. Также, по словам министра, в настоящее время решают вопрос поставки сена и кормов для скота. По линии Мещехоза строится 10 объектов. Один из них крупный объект. Это для КФХ Петров Алексея Алексеевича на 100 мест, живкомплекс. И 9 объектов. Это у нас мелкие скотопомещения. Из них
6 скотопомещений в самом поселке и 3 сайлыки. И второе направление у нас поставка сена. Вы все знаете, здесь сгорело 260 тонн сена, и потребность в самом поселке 1025 тонн. Из них где-то 360 тонн. Это мы планируем из-за вне республики, из-за Забайкальского края. В Намском районе в День предпринимателя озеленяли сквер государственного и политического деятеля Ильи Винокурова. Высадили саженцы, акации, черемух, тем самым дали старт новой традиции предпринимательского сообщества. Бизнесменов Улуса призывают ежегодно принимать участие и вносить свой личный вклад в сохранение природы и окружающей среды. Кроме того, представители бизнес-сообщества района сдали нормативы ГТО. Предприниматели Улуса проверили свою физподготовку на местном стадионе. Все участники успешно выполнили ряд заданий по отжиманию, метанию снарядов, подтягиванию, упражнениям на пресс и бегу на короткие и длинные дистанции. Вилюйский район республики получил 50 голов крупного рогатого скота из Красноярского края, сообщает Министерство сельского хозяйства Якутии. Это в рамках федеральной программы приобретения племенных животных в ПК «Тымпы». Поставщиком выступает племенное хозяйство «Новоэтажное», одно из лидирующих хозяйств края. В республике идет перепись населения. В Кобяйском районе переписчики обошли более 3200 помещений и переписали порядка 10 тысяч человек, или 92% от всех жителей, подлежащих опросу в сентябре. Согласно организационному плану проведения переписи, в районе отмечается сокращение численности населения. Местные жители принимают переписчиков доброжелательно и охотно дают ответы на вопросы переписного листа. Отмечается, что результаты переписи станут основой для многих социальных программ. Звезда сериала «Игра престолов» поддержит проект якутского режиссера Эдуарда Новикова. Кинофонд в лице его амбассадоров Николая Костера-Вальдау, сыгравшего Джейми Ланнистера в сериале «Игра престолов», и голливудского режиссера Балтазара Кармакура поддержали новый проект. Об этом сообщила кинокомпания «Сахафильм». Команда создателей якутской картины с рабочим названием «На краю света» получит грант от Фонда на развитие и разработку кинопроекта. Амбассадоры фонда сказали, что для них большая честь оказывать поддержку Международному фонду кино коренных народов Арктики. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте всегда в курсе.